Жарық эфирде Late Night Show. Бүгін бізде қонақта театр актерлері Азамат Сатыбалды, Салтанат Бақаева және театр режиссері Әлібек Көмірбекұлы. Қарсы алыңыздар. Салта, сәлем. Здравствуйте, сәлематсыз ба? Артем, сәлем. Так, Азамат аға, куда? Ескі дос қой, ескі дос. Азамат аға, отырыңыз. Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Арнайы Алматыдан келдіңіз. Иә. Бірақ Әлібек Астанада тұрасыз, Я, мен қазір Астанада тұрмын. Көшіп келдім, я так получилось, что я теперь живу в Астане, и теперь я астанинский стал. Почему вы, кстати, выбрали Астану, а не Алмату? Ну, так уж получилось, что я все-таки алматинец на самом деле, но так уж судьбой так получилось, что когда после Москвы я переехал уже в Казахстан, ну, пришлось купить дом в Астане, и я остался в Астане. Пришлось купить трехэтажный коттедж? Я вообще был бы счастлив, если бы мы зарабатывали столько денег, но нет, это я имел в виду квартиру в Астане, и у меня семья теперь, вот, и решил остановиться. Наши поздравления. Ну, Спасибо работа в большое. Алмате у нас. Да. Но я знаю, что вы в штате в Ауэзовском театре. Да, вот с недавних пор меня пригласили туда работать, и теперь мы все троем теперь коллеги. Мен шоуды бір видеомен бастағым кеп тұр. Көрейікші? Давайте. Ой, Я не понимаю. Давай. Я реально не знаю. Я очень стараюсь. Я очень стараюсь понять ее А можно его выключить? ситуации эти понять. Ну не могу. Ну, почему сен мені істеп жатқаным жоққа шығарасың? Я же стараюсь. Я барынша тырысып жатырмын. Пожалуйста, өйтіп айтпашы. Вообще сен не істеп жүрсің деп мен не істеп жүргенде мен барынша осы спектакльмен өмір сүріп жүрмін қазіргі уақытта. Мен даже семьяма мән бермеймін. Бала шағам ауырып жатса да мен мән бермеймін, потому что я живу только этим, понимаешь? Все, что я делаю, это полная блин, фигня. есіме түсіп кетті ғой бәрі қайтадан. Осталось до премьеры, а ты мне такое говоришь. Бұл шынымен сондай болды, иә? Блазу қоймай Бұл бірінші рет емес. Енді қалай айтсам болады, Динара, бұл процесс қой. Менің түсінігімде көп адамдар ойлайды, театрдың актерлары жай ғана шықты, тек шатта шыға салды деп. Бұны Нұрғиса Тілендиев айтқан ұлы толғақ деп. Мен енді әйел адам емеспін, толғақтың қалай болатынын білмеймін, бірақ біз сол толғақты 3 ай, 4 ай алып жүреміз. Күнде осымен өмір сүреміз. Бір күні жылаймыз, бір күні күлеміз. Қиналамыз. Оның барлығы енді спектакль үшін. Ол енді режиссердің талабы, режиссердің басты міндеті ол актерді өлу ғой. Кейде осындай жағдай болады, ол, я думаю, нормальный процесс. Главный көрермен түсіну керек, қандай қиындықпен, қандай термен, қандай немен біз сахнаға шығатынымыз, спектакль жасайтынымыз. Иә, бұндай сәттер енді бір емес бірнеше рет болды. Жалпы дайындық барысында. Кейде актерлар дұрыс бағытта жұмыс істемей жатқанда, режиссер барынша енді менің жалпы жан дүниеме жету үшін әртүрлі тәсілдер жасайтын шығар деп ойлаймын. Соның арқасында біз көп дүниені табамыз. Кейде адам өзі білмейді ішінде не бар екенін. Ал режиссерлар білетін сияқты. Ну, потому что есть же фраза «со стороны виднее». Возможно, ну вот он видел то, что я как бы не познаю в себе. И пытался это вытащить. Я думаю, что у нас получилось. Әлібек, Да. вы как-то скромно молчите, как будто и не вы вовсе довели человека до Мы за слез. него все сказали. Слушайте, Салтанат, наверное, не первая, и я, к сожалению, думаю, что она будет не последняя. Просто я хочу сказать одну такую вещь. Мы сейчас здесь все очень прекрасно сидим, все это красиво, очень весело. Но на самом деле, еще одной из причин, почему я сюда сегодня пришел, потому что, мне кажется, мы многие из-за того, что Казахстан не совсем театральная страна, она только сейчас развивается, и в стопроцентный серьез, вообще-то в это погружение в процессы,
ну, скажем так, не всегда получается. И поэтому нам кажется, что даже все ваши популярные артисты, которые снимаются в кино, качественные артисты, скажем так, они все прошли через театр. Потому что театр — это то самое место, это как мастерская, в котором и кровь, и пот, и все остальное. И поэтому всегда, ну, действительно, это не единственная ситуация. Бывают ситуации, от которых, на самом деле, от рассказов я начинаю плакать. Бывают ситуации, потому что были ситуации, когда Азамат ага, они вынуждены каждый раз выходить на сцену и выворачивать свое сердце. Хотят они этого или нет. Если у них этого не получается, тогда это бессмысленно. Я всегда говорю, вот если мы не сможем передать то, что чувствует простой человек, который живет, вот пока мы здесь сидим, вот на улице ходит или едет с работы домой, пока мы не сможем понять всю суть и глубину того, что он переживает, если мы не сможем это передать, то смысл нашей работы. Зачем нам одеваться в красивую одежду и только ради этого? Это вот они сейчас красивые сидят, даже вот сейчас Азамат ага снимается, но мы не знаем, через что он проходит, чтобы просто быть элементарно настоящим. И поэтому здесь вопрос идет не в том, что я намеренно начинаю как бы уничтожать артиста, а есть желание просто, знаете, вот как, вот даже, Динара, у вас, я не знаю, что вы делаете, когда вы одна. И никто ведь этого не знает. Мы все знаем о том, что, возможно, что вы красиво одеваетесь, все время улыбаетесь, и вы даете людям улыбку, счастье даете. А когда вы одна, а когда вот никого нету, вы одна, и вы просто вспоминаете о том, когда вот вам было, условно говоря, 10 лет, или вот что вы тогда делаете? Ведь мы этого не видим, мы этого не знаем, и тем более мир нас сейчас настолько сошел с ума, что даже я сейчас вынужден надеться в этот пиджак, потому что люди смотрят. И поэтому Алибек, то есть вы видели потенциал Салтанат, но она еще не выдавала ту игру, и вы копали глубже, глубже, глубже. Да. И в этих артистах, ну, я с виду выгляжу, наверное, молодым, на самом деле мне под 70 внутри. Так уж получилось. Не буду рассказывать, мы все прошли, наверное, какую-то тяжелую судьбу, просто я хочу сказать, что эти люди, я до сих пор уверен, что они еще не на 100% раскрыли свой потенциал. Там, если копать... Вот если говорить про Азамата, как вы думаете, вот его актерский потенциал? Знаете, есть артисты, которые в свое время служили театру. Были артисты, которые служили своей профессии. Но мне кажется, из-за того, что мир сейчас так построен, что мы должны объединять, как бы, скажем так, заработок, да, и в то же время профессию, это как бы сейчас стало каким-то такой нормой, да, но не всегда всем удается, но почему-то, мне кажется, что есть артисты подобие как Азамат ага и много таких артистов, как Салтанат, которые на данном этапе своей жизни я бы хотел, чтобы они вообще ушли, как монахи уходят ведь, также ушли в профессию, да, потому что потенциал... Ну, не все артисты, не во Ну всех подождите, артистах... зато, вот я сейчас скажу важную вещь. Я спросила у Салтанат в гримерке, где ты взяла деньги на Зулейху? Да. И она сказала, я потратила деньги, которые заработала на тоях. Да. То есть она сначала поработала на тоях, заработала и пришла в театр. Да, сейчас перед этим я просто хочу сказать тому, что... Он пытается нас загнать туда, а мы отмахиваемся, понимаешь, пока... Да. Потому что потенциала в этих артистах, ну, лично для меня на данный момент, очень много. И я считаю, что если они еще совершат в жизни несколько поступков, то они могут стать величайшими артистами. Алибек, хотя нельзя хвалить их при всех. Можно. При них. Их можно. Алибек, мен сізбен толықтай келісем, өйткені менің ойымша, мысалы, мен голливудтық актерлерге қараймын, Брэд Питт, Роберт Де Ниро, олар мысалы ешқайда кетпейді. Тек қана кино. Все-таки возвращаясь к вопросу, как вы думаете, вот как режиссер, какой потенциал творческий, актерский потенциал у Азамата Сатыбалды? Я все равно отвечу по-своему. Несколько этапов, которые он должен совершить в жизни, как человек, принять решение. Вот мы перед каждым, вы даже перед каждым своим проектом, скорее всего, идете на риски, правда ведь?
Это риск всегда. Если он это совершит, то я думаю, что это может стать артист, который даст отпор любому существующему голливудскому артисту. Рискуйте. Но сказать, что на данном этапе, что я вот стопроцентно могу сказать, что прямо сейчас это возможно, ну, скорее всего, вот эти несколько шагов. Подобное я могу сказать тоже про Салтанат и про касательно того, как она нашла деньги на это. Это мужество. Не каждый, даже мужчина-артист состоятельный, способен потратить свои деньги, которые он заработал, на творчество. Я полностью согласна. Рисковать чужими деньгами легче. Легче, согласен. Найти инвестора. А вот я всегда спрашиваю, а вы сами что-нибудь вложили? И вот достойно уважения те, кто именно своими деньгами Да. рискует. Салтанат, бұл идея кімдікі спектакль қою? Бұл менің идеям. Мен өзім жүрегімнің қалауы, жанымның қалауы десем болады. Сол ішімде жатты, бірнеше жылдар бойы жатты. Содан енді ішіме сыймай, не істесем екен деген оймен мен Әлібекке хабарласқан болатынмын. Ол кезде біз Құйын деген спектакльге бірге жұмыс істеп, жалпы Әлібектің қандай режиссер екенін, не жайында айтатынын сол кезде байқаған болатынмын. Өзімнің ойыммен бөлістім, қалай болады екен, қолдаймын екен, қолдамаймын екен деген сияқты қорқынышта болды. Бірақ менің таңғалғаным, ол қолдап қана қоймай, маған өзінің ойларын айтты. Маған тапсырма берді десем болады. Бірнеше кітап берді, соларды оқып көр, осының ішінде ұнаған шығармаңды ал, соны жасайтын боламыз деп. Сол шығармалардың ішінде мен Зулейханы таңдадым, өйткені Зулейха менің жүрегімнен, орысша айтқанда, отклик алды десем болады. Көптеген бәрібір ондай қиын болмаса да әр әйел, әр қыз отбасылық өмірге қадам басқанда көп болсын, аз болсын сондай қиындықтардың басынан кешеді. Жалпы біз енді қазақ елі қыздарда енді өкінішке орай ана мен қыз бен ене деген тақырыптар да бар. Жалпы махаббат, ер азамат пен әйелдің арасындағы кейде тіпті махаббаттың жетіспейтін шақтары да бар. Сондықтан бәлкім бұл шығарма маған бір өзекті сияқты көрінді. Әлібекке хабарластым. Әлібек әрине келісті. Осы шығармамен жұмыс істейміз деп. Одан кейін жұмыс басталып кетті. Актерларды Әлібек өзі таңдады әрине. Из-за того, что она продюсер этого проекта, я сказал, кто справится с этими ролями, и сказал, вот набери мне этих людей. Здесь вопрос стоял, наверное, еще такой, что все-таки Азамат ага, хотя он ко мне относится как к режиссеру, у него есть как бы очень такое прекрасное чувство такой некой субординации, этичности. И зная это, мы же понимали, что он очень занят. Да. И с одной стороны, мне это нравится, что артисты очень сильно заняты. И Азамат ага сейчас... Это говорит о востребованности. О востребованности говорит. Да, он сейчас прилетел, вот сейчас он улетит, и завтра же у него сразу съемки начнутся, завтра у него репетиция. Кстати, со мной сначала начнется, потом еще съемки. То есть, понимая о том, что ты берешь артиста и думаешь, он подходит, а если у него нет времени. И только в этом плане был вариант того, что, возможно, если Азамат ага не согласится, будут варианты. И это единственный был вариант. А так, то, что он справится, и справится он с двумя ролями сразу, как бы я не сомневался. Екі рөл ма сонда Азамат? Блин, я секрет раскрыл, да? Ну, раскрыли, Надо. уже все. Уже поздно, как говорится. Азамат, екі рөл. Ну, Қандай рөл? Динара, вообще бұл спектакльдің алдында менде мынандай нәрсе болды. Мен осы декабрьдің аяғында жылды қорытындылап жатқан кезде өзімнің рольдарымды көрдім да, соңғы фильмдарымды, спектакльдерімді. Содан кейін мен өзім айттым, Назгүлге айттым, жолдасыма айттым, Назгүл, мен соңғы кезде мен рольдарым өзіме ұнамайды дедім. Өйткені уже мимикаларым, оценкаларым барлығын өзім уже біліп тұрмын, маған қызық емес. Егер мен қызықпасам, демек көрермен де менен жалығады. Мен оқып білейін дедім шетелге барып. Сонымен біз дайындалып, Европадан біраз мектептер қарадық, мен уже кетем деп дайындалып жатқам, и сол кезде Салтанат маған хабарласады.
Ал мен Әлібекті бұрыннан білем, бірақ жұмыс істелмеген. Бірақ Әлібектің өзі методикасы бар екенін, оның жұмыс істеу тәсілі бөлек екенін, актерді ашатынын, ол бірді Әлібекте бір ғылыми подход бар спектакльге. Мен салтанат айтқан кезде салтанат өтірік айтпайды, кім режиссер дедім. Әлібек дегенде Европа подождет. 5 минут берші маған дедім. И бірден жаңағы интернеттен жаңағы романды көріп шықтым дағы. Зерттедің. Келістім бірден. Европа қалды. Европа қалды, өйткені бүкіл жұмысында мен енді Әлібектер біледі. Жұмысты бастағаннан кейін жаңағындай Әлібек, уақытың вы бар. крутой. Уақытың бар, съемкаларың бар. Мен 3 айда ешқайда шыққан жоқпын, ешқайда барған жоқпын. Бәрін сырып тастадым дағы. Тек қана осы спектакльмен айналыстым. Өйткені бұл бірінші маған керек болды. Актер үшін жақсы режиссермен жұмыс істеу ол апгрейд. Өте жақсы апгрейд. Актер қулау болу керек кішкене. Кіммен жұмыс істеп жатқанын, режиссерден көп нәрсені алу керек. Сонда ол өзіне көмектеседі. Енді 2 рөлі бойынша айтатын, мен Әлібек мен басында білген жоқпын. Әлібек маған задание береді. Толықтай адам жасаңыз, мынаны істеңіз деп задание жасап жүр. Мен түсінбеймін, маған не керек бар? Мен жігітті ойнаймын. Не үшін маған мынандай задание беріп жүр Әлібекте, мен түсінбеймін. Кейде ренжимін іштей, бірақ дым айта алмайсың ғой бетіне. Салтанат екеуміз былай шығып міңгір етіп жаманда боламыз әйтеуір. Әлібектен. Бетіне дым айтпаймыз, иә деп жұмыс істей береміз. Бірақ ол сезет біліп қоятындай келесі күні. Естіп қояды просто. Білмейміз сондай бір қасиет. Сендердің өсектеріңді. Содан кейін біраз уақыттан кейін айтты, жаңағы рөлдерді шығарған кезде менде 2 рөл тұрды. Қандай? Әлібек дедім. Сделайте, деді, ничего страшного. Ну, Так задумано, Әлібек, да? Так задумано, потому что я почитал, что, во-первых, когда мы делаем спектакль, это все равно мы претендуем. В общем, я хочу всем киношникам сказать, и вообще миру хочу сказать. Во-первых, казахский театр еще даст отпор мировому театру, раз, и он даст отпор киноиндустрии. Потому что во всем... Да, это важно, потому что мы... Негізі қазақ театры благодаря величайшему Жумату Шанину, кстати, про репрессантов, тех, кто были на репрессии, в общем, благодаря Жумату Шанину у нас сформировался величайший театр, потому что Жумата Шанина, величайшего нашего режиссера и создателя театра, скажем так, профессионального, похвалил в свое время сам Станиславский, хотя он у Станиславского не учился. То есть нам нужно понимать о том, что наши корни лежат очень далеко, глубоко и серьезно. И поэтому мы хотим, мы сейчас создаем, скажем так, методологию казахского театра, который не похож ни на другую. То есть это будет полностью система казахская, способа существования на сцене. И, да, мы стараемся, по крайней мере, да. Соның бәрі қазақ тілінде. Соның бәрі қазақ тілінде, вот абсолютно на казахском языке. И поэтому я хочу, чтобы казахский театр... кино это серьезное кино, это тоже хорошо. Я люблю кино и буду скоро дебютировать тоже в кино. Но я имею в виду о том, что театр это что-то величайшее, мне кажется. Мне кажется, это то, что, во-первых, непостижимо. Это, конечно, как говорят, найти невозможно, искать необходимо. Мы все время ищем, но найти мы все равно не сможем, но мы будем искать. И поэтому и когда делаешь риск и ставишь на артиста, мы же ставим на артиста, мне нужно было, чтобы Азамат Ага сыграл и женщину, и мужчину. У вас прошла премьера в Алматы, и я читала, что критики не совсем довольны. Это их работа, да? Пожалуйста. Они говорят, что очень много видеопроекций, искусственный снег. И, в общем, вы любите всякие ноу-хау. Как можно сделать снег настоящий в театре? Вообще. Могли бы типа без снега обойтись. Может быть, критики... Во-первых, критикам нужно чуть поучиться, потому что критики у нас зачастую говорят только то, что им нравится или не нравится. А как уже стало мемом, я это говорить не буду, здесь нужно уметь делать анализ. Здесь нужно делать анализ, и нужно сравнивать, что действительно я хочу,
Я не говорю, что мой театр идеальный, и не говорю о том, что я делаю величайшие спектакли. Мы стараемся это делать, но нельзя судить спектакли только относительно тех спектаклей, к которым люди привыкли в нашей стране. Нужно чуть-чуть выйти за пределы Казахстана, нужно посмотреть, какой театр величайший, там, русский театр, немецкий театр. Много сейчас театров, которые, скажем так, ведут на передовой, скажем так, мирового уровня. Например, когда вы в Бродвей ходите, разве есть там билеты? За год их нету. Там в кино так не ходят, как в театр. Как и в Англии, как и в Германии, как и в России. Но это распиаренные шоу. Да, конечно. Да, есть серьезные спектакли, на которых ты не можешь достать билеты. Просто один простой пример хочу сказать. Один человек, который посмотрел спектакль «Дон Кихот», после него он стал алашаведом. Он стал учиться на алашаведа. Мне кажется, что театр... После вашего Дон Кихота. Да. Мне кажется, театр имеет... Большое влияние. Нет, да. Я просто даже не буду про Дон Кихота говорить. Про Зулейху мы будем говорить, наверное. Зулейха, надо побольше сказать Зулейха. Нам же... Не обязательно? Надо, почему? Надо вернуть деньги. Да, например. Вот. И, хотя мне, кстати, деньги не важны. Я один из тех людей, наверное, пока держусь. То есть вы бесплатно работаете? И меня можно купить только за идею. Да. Вот. Если вы мне предложите 1 000 000 денег, а мне идея не нравится, я вам скажу нет. Я вам предложу просто идею. Хорошо. Хорошо. Азамат, мен саған сұрақ қоймаймын. Театр әлде кино ма? Өйткені менің ойымша, сенің үйің ол театр. Ну, әрине, өйткені театр ол жанды өнер ғой. Кино ол басқа әлем. Бірақ екеуі ұқсас, актер үшін ұқсас. Екеуінде де сен ойнайсың. Сен жүрегінде театр ма? Жоқ, театр. Мен мысалы, енді мен 6 жыл басшылық қызметте болдым. Динара, білесің да? Театр директор болдым, ректор болдым, Қазақфильм басқардым. Мен бірінші условием кез келген министрге айттым, мен театрдан кетпеймін дедім. Мен Әуезов театрынан еш уақытта кетпеймін. Сен ректор болғанда театрда... мен Әуезов театрында актер болдым. Кеткен жоқ. Өйткені креслоны кез келген уақытта алып қояды. Ал мен өнерімді ешкім ала алмайды Құдайдан басқа. Ал сол үшін театр ол жанды өнер. Сен қазір ойнайсың, қазір ләззат аласың. Шапалақ арқылы. И сен театрда екінші дубль деген жоқ. Сен 3 ай дайындықпен бір рөлді зерттеу арқылы сен сахнада 2 сағат уақытың бар. Ты не имеешь права на ошибку. В кино есть дубль. Если ошибся, ты можешь повторить. Можешь исправить ошибку. А в театре нет. Поэтому театр мне нравится. Салтанат, сені көрермендер әнші ретінде біледі, иә? Ал театр актрисасы ретінде сені, менің ойымша, бәрі біле бермейді. Я ол рас, бірақ соңғы кезде мен жалпы сол ойды түсінгенімде, өзім сол ойға жеткенімде көп адам мені әнші ретінде қабылдайды екен. Кейін бір сериалдарға түскенімді көріп, бірақ мен театрда жұмыс істейтінімді көбі білмейді екен. Соны мен өзім түсінгенімде бұл дұрыс емес екендігін түсіндім. Өйткені мен үшін театр әрқашанда бірінші орында. Сен театрда қанша жыл жұмыс істейсің? Мен театрда жұмыс істегеніме 16 жыл болды. 16 жыл? Әуезов театрында... Алибек, она это тщательно скрывала. Біздің Әуезов театрының Джульеттасы. Потому что мы об этом реально не знали. Ну и в этом моя вина, потому что я как бы не акцентировала это в силу своего, ну может быть, незнания, глупости в какой-то степени, но вы знаете, все равно как бы я не отвлекалась на внешние какие-то вот факторы. Той? Да, ну как бы не только той, вообще. Все-таки мое сердце, как бы, и моя душа, она все-таки как-то в этой борьбе, мне кажется, победила, потому что сейчас я точно знаю, что я хочу делать, где я хочу быть, а все остальное это уже второстепенно для меня. После спектакля, вообще на самом деле после этой работы у меня произошли очень удивительные изменения. Во-первых, правильное решение, что я все-таки решила это сделать, потому что у меня был большой страх. Потом, вторым правильным решением это было пригласить Алибека, потому что это был, ну, вообще, для меня это один из лучших режиссеров в Казахстане. Он не просто режиссер,
Вы знаете, он... Трансформатор. Да, он трансформатор, реально. Потому Мне что... очень понравилась идея Алибека и вот эта фраза «Вы должны быть как монахи». Да. Алибек, вам Так нужно есть. мастер-класс для всего шоу-бизнеса провести казахского. Да, да, можно, Там наверное. столько людей вообще не тем занимаются. Да, но... қазір заманда осындай режиссерлар жоқ. Проблема. Өйткені бізде қазір постановщиктер көбейіп кетті да, келеді дағы бір айдың ішінде спектакль қояды, сен мына жақтан Да. шығасың, сен мына жақтан шығасың. И актер өзі режиссер болады, өзі художник болады. Ал енді бір былай айтқан кезде жұмыс істеу актермен, актерді өзгерту, актерді басқа жағынан көрсету, жаңағы рольға ендіру, оның барлығы үлкен еңбек, оның барлығы ғылыми подход. Сол үшін мысалы Әлібек сияқты егер режиссерлар көбейсе, біздің театр әлемдік деңгейге жетеді. Сондықтан мен рахмет айтамын Әлібекке. Азамат, сен жаңағына өзің айтып кеттің, ректор болдым, театрдың директоры болдың, Қазақфильмді басқардың, иә? Енді, мысалы, ертең сені әкімшілікке шақырса, барасың ба? Жоқ. Топ-менеджер. Жоқ, Динара, мен өзімнің, мен неге бардым басшылыққа, неге театрды басқардым, неге ректор болдым мен. Мен тарихымды енді Әлібек жақсы біледі режиссер ретінде. Жалпы мен өмірде жолы болған адаммын. Бала кезімде көп қиындық көрдім, бірақ өнерге келгенде, енді білмеймін, өнердің киесі дейміз ба, иесі дейміз ба, мені сондай биік деңгейге көтерілді. Мен ойнамаған рөлдер жоқ, жолымды солай ашты. Мен сондай биік деңгейге көтерген өнерге қалай қызмет жасамайым деп ойладым. Сол үшін мен мысалы театрды басқардым 3 жыл, 2 жыл ректор болдым Қазақфильмде. Енді мен ойлаймын, мен өзімнің міндетімді өнердің киесінің алдында ақтадым, жұмыс істеп бердім. Енді ары қарай біраз уақыт мен енді өзіме жұмыс істейін деп шештім. Сондықтан да мен ол енді Ешқандай маған ұсыныс жасамаңдар дейсің ба? жалпы негізі никогда не говори никогда дейді. Мен осыдан пәленше жыл бұрын Асхат Садырбайға интервью бергенде айтқам, я никогда не буду директором театра деп. Содан 2 жылдан кейін директор болдым театрға. Сондықтан да егер жоғарыда Құдай естіп қоятын болса, айтады, барасың дейді. Сондықтан да мен қазірге осы жұмысым ұнайды маған, мен процесте күшті жұмыс істеп жатырмын, өнермен шұғылданып жатырмын, еркіндік бар, ұзағырақ ұйықтаймын. Бірақ біз командамен елестетіп көрдік. Мысалы, тағы бір ұсыныс жасаса Азаматқа, ну вдруг Азамат согласится. Давайте посмотрим. Азамат сатып алды. Сейчас Аким города Алматы тоже сатып алды. Ну вдруг он позовет. Вдруг он его родственник. Мало ли, да. Заместителем Акима или директор департамент культуры. Мен жалпы дым қатысым жоқ. Ой, не знаю. Дархан сатып алды, әкім болғанда маған соншама сообщение келді. Сіздің ағаңыз ба, кім бол деген сияқты. Мен айтам, жоқ, ешқандай қатысым жоқ. Иә, сатып алдар өте аз біз Қазақстанда. Бірақ әр қайсысы өзінің саласында. Әлібек, сіздің көз алдыңызда, сахнада, махаббат, химия, сүйіспеншілік туылды ма? Как любил там Азамат Сатыбалды, как любила Салтанат Бақаева, мне надо было сначала узнать, как они умеют любить. Біз диктант не жаздық қой, махаббат туралы шығарма жаздық қой. Махаббат деген не сіздерге дейді. Содан кейін Сочинение де. Сочинение, шығарма, қазақша. Шығарма. Жарайды. Шығарма жаздық. И было несколько раз на репетициях, и было еще на второй, наверное, премьере, когда так называемая химия, да, вы так называете. Вот это я увидел, и увидел, что они смогли сыграть любовь. Сыграть или у них была химия? Это разные вещи. Если у них была химия, тогда мы совершаем преступление. Да. Да. Потому что у них есть супруги. Да. Дело даже не в супругах. Даже если ты прекрасно сможешь что-то на сцене сделать, ты делаешь это по-настоящему на 100%, это преступление для театра.
Ты все равно То есть должен... по-настоящему нельзя? Нельзя. Это все равно на 100% по-настоящему нельзя. Но зритель должен поверить, что это по-настоящему. Но здесь есть маленький нюанс, потому что казахскому театру нужно перестать разговаривать утрированно. И потому что люди сейчас, казахтар театрға келе бастады. Казахи, скажем так, я очень надеюсь, что в будущем так же будет, они стали зарабатывать чуть-чуть больше денег, чем раньше. Давайте их. И они стали сейчас ходить в театр, и когда они первый раз видят театр и со сцены все время кричат, все время рвут волосы, помните, что у нас в мире плохая слава по этому поводу. Нам говорят о том, что это, на нас смотрят как, извините, в свое время на экзотику. Как людей из Африки смотрели на экзотику. На нас так смотрят. Это же казахский театр. То есть Азиаты. утрированное вы имеете в виду, когда там... Да, это все не нужно. Пафос. Так же. Пафос. Правильно показала. Я поняла, о чем идет Все речь. верно, да. Вот все то, что вы Да. сейчас делаете, все И верно. в кино такое часто бывает. Не часто. Это все время. Мы же Да. так в жизни не говорим. Да. Шесенба, шписенба. Да. Или просто подадим и все. Да. Да. Нет, самое еще странное, я всегда смеюсь, это бывает такое, еще если иногда предлагать это одно, Да. но они перед тем, как пить, они говорят, я сейчас попью чай. Зачем говорить, ты же пьешь его. То есть, и поэтому я считаю, что та старая школа театральная, которая у нас была, я ее уважаю, люблю и преклоняюсь, я перед актерами всегда это говорю. Но нужно откорректировать, да? Время идет вперед, и он нас не ждет. И задача, почему я еще создаю такие спектакли, задача стоит в том, чтобы допрыгнуть до того уровня, который, наверное, мир уже нас чуть опережает. Вот туда. Мен неге осы сұрақты қойдым, өйткені біз білеміз, Салтанат Бақаеваның жұбайы бар, және Азаматтың жұбайы бар, Назгүл. Вот сіздердің жұбайларыңыз қызғанбай ма? Осы химияны көргенде, тек қана Әлібек көрмейді ғой ол химияны. Олар ренжиді егер біз дұрыс ойнамасақ. Енді Назгүл Назгүл апа айтады, мен сенбеймін дейді. Сен сахнада Салтанат сүймейсің дейді. Мысалы, сол үшін мен сендіріп ойнауым керек оны. Сол үшін Салтанатты мен 100% сүйуім керек сахнада. Ол болмаса болмайды. Ал сенің жұбайың? енді Назгүл апай өзі актриса болғандықтан өте... Ол түсінеді. Иә, ол түсінеді. Енді мен жолдасым актер емес, сондықтан қызғанатын сәттері болып тұрады. Ол бар дүние. Бірақ мен жолдасыма түсіндірем, бұл жұмыс барысында ешқандай бір артық нәрсе жасалынбайды енді. Мен де енді есті адам болғандықтан. Бірақ ол түсінеді. Бірақ ол түсінеді, түсінуге тырысады. Театр всю жизнь был интимным процессом. Поэтому этот момент так называемой химии контролирует режиссер. Если он не контролирует, я согласен с Салтанат, это не профессионально. Это не профессионально, потому что этого нельзя допускать. Этого нельзя ни в коем случае допускать. Я даже когда я с ними разговариваю, с артистами, они все время находятся на уровне режиссер-артист. И почему я еще люблю этих артистов? Потому что вне зависимости от возраста, да, они ко мне относятся как к режиссеру, но ни в коем случае. Поэтому это еще одна, скажем так, ритуал театра. В театре нету ни возраста, ни пола. Я сейчас говорю про актеров, потому что актер, девочка, мальчик, какая разница? Возраст, какая разница? Нету ограничений таких. Потому что есть все равно, чтобы в искусстве был бы запрет. Не может быть запрета там. Әлібек, сіз қазір айтып жатырсыз, билет театрға жақсы сатылады, е? Да. То есть театр сейчас хорошо зарабатывает? Скажем так, стал чуть лучше. Мы все равно по статистике какой-то, да, мы, допустим, если мы понимаем, что премьеры, аншлаг, и мы забиваем 80% зала, 70% зала, скажем так, у меня лично так уж случайно получилось, может быть, благодаря артистам, даже и в провинциальных театрах проблемы с зрителем не было. Но это действительно проблема, потому что, в общем, в театр стали люди ходить, но сказать, что театр сейчас прям круто зарабатывает, и он может сам себя обеспечивать, не могу. И то, что вот Салтанат рискнула и на это пошла, это тоже огромный риск. Мы могли вообще провалиться. Но судя по тому, что в Алматы был аншлаг,
sold out. Я так понимаю, что Салта уже какие-то деньги вернула домой, Ну, в может бюджет. быть. Ну, вроде бы как у нас и в Астане sold out. Да, почти. Я смело, вообще, то, что я это выбрала и то, что мы совершили, это уже победа. А то, что зритель, я, конечно, очень хочу, чтобы многие женщины Казахстана увидели этот спектакль, потому что он очень важен. Некоторые девушки после спектакля подходили и говорили о том, что это в какой-то степени было для них какой-то вот даже терапией, понимаете? Поэтому я знаю, что это очень важный спектакль. И не просто мы его вот создали, вообще никогда ничего просто не бывает в жизни. Поэтому я верю в значимость этого дела нашего. И да, Да, я заработала $1 миллиард. нет, мы, конечно же, какую-то часть мы вернули, но не полностью, но я думаю, что мы вернем. Это мы только начали, это только 3-й спектакль, поэтому у нас все впереди. Все только И начинается. наш миллиард ждет нас. Миллиард. $1 миллиард. Когда заработаете $1 миллиард, какую-то часть инвестируйте в акции Обязательно. через Freedom Broker. А, Ну а вот мы так вот. прервемся на небольшую рекламную паузу. А вы задумывались, насколько ваш смартфон является оригинальным? По данным Министерства цифровизации, в нашей стране более 3,5 миллионов смартфонов являются подделкой. А теперь в нашей стране начнет действовать закон, при котором каждый смартфон будет верифицирован. Смартфонами, ввезенными в нашу страну по белому, то есть официально, легально, вы сможете пользоваться без проблем. По серым схемам ведут ограничения. А вот смартфоны, ввезенные в нашу страну нелегально, по черному, вовсе запретят. Так что же делать в этом случае? Покупать смартфон только в официальных магазинах. Например, во Freedom Mobile, который возвращает до 30% кэшбэка на покупку смартфона. Freedom Mobile является официальным реселлером Apple, Samsung, Xiaomi и Oppo. Вы можете заказать себе новый смартфон через приложение Freedom Super App. Скачивайте приложение по этому QR-коду, заказывайте свой любимый гаджет и не переживайте, он точно оригинальный. Алибек, какая по счету это ваша постановка? Но с момента, как я веду счет, и веду счет с момента первого спектакля, то 11-й спектакль. 11-й? 11-й спектакль. Насколько я знаю, вроде бы у вас 15 спектаклей. Ну да, в целом 15, потому что это были до момента, пока я не уехал в Москву учиться. Это до момента, пока я не закончил ГИТИС. Я делал спектакли, это все было, знаете, вот полузнание, за что я обвиняю многих театральных деятелей. И все-таки я бы готов с ними войти в некую интеллектуальную битву, в котором я считаю, что знания нужны. Без То есть, знаний... получается, до ГИТИСа вы свои спектакли интуиция. не считаете Нет, постановками? не считаю. Не считаете? Да, не считаю. Хотя я Ну побеждал... это честно, да? Хотя, знаете, вообще то, как он в ГИТИСе оказался, это вообще тоже удивительно, потому что самый лучший режиссер Крымов в России, он его пригласил к себе в студию, учиться у него, ну, просто за бесплатно, потому что он, ну, как бы, его постановка была гениальна. Ну, слушайте, мы же... Спасибо. Но я, конечно, это самое, я человек чуть-чуть асоциальный, и, конечно, театральный мир, он очень узкий у нас. И поэтому я не особо люблю популярность, и не хочется перерекламировать спектакль или все остальное, да, просто приходите, если вы поверите в этот спектакль, я буду счастлив. И помните, что когда вы будете смотреть спектакль, я на вас смотрю, не на спектакль. Если он вам... Я ни в коем случае никогда не думал о том, что я умнее всех, и что вы глупые, если вы не поняли мой спектакль. Просто надо понимать, что искусство бывает разное. Да. Это все равно, что странно было бы, да, если всем нам нравился бы один пиджак. Нам нравится разное. Поэтому, если кому-то это не понравится, я буду грустить. А как вы сидите, отсматриваете каждого зрителя? Я смотрю в зрительный зал, да. Вот так это выглядит. То есть вы сидите за кулисами, да, и смотрите на каждого зрителя? Да. А если человек отвлекся и в телефончик, вы такой думаете, так? Я говорю о том, что, наверное, я не совсем интересен ему. Просто помните такую вещь, сейчас, еще раз говорю, мир настолько сошел с ума, он сейчас научился управлять нашим вкусом. Вы знаете ли?
Он научился управлять нашим вкусом. Он сейчас мир диктует, что тебе должно нравиться. И ты волей-неволей говоришь, наверное, нравится. Наверное, так правильно. Потому что ты не успеваешь элементарно понять, а что мне нравится. У вас шикарная команда, хочу сказать, поэтому я думаю, что самое главное, вы же будете продолжать. То есть эта постановка сейчас прошла в Алматы, в Астане и далее. Надеюсь, что мы... Костанай, Экибастуз, Тарас, Это Караганда. вопрос к продюсеру. Конечно, у меня в планах есть обязательно. У Ты нас, же не все деньги во театральный Freedom сезон Broker вложишь. Начинается, да. Театральный сезон у нас начинается в сентябре, в октябре, и мы обязательно устроим тур по И всем выступите. городам Казахстана. И не только, возможно, мы еще полетим куда-нибудь на конкурсы, если к нам повезет. Планы у нас грандиозные. Это очень И круто. все благодаря, потому что рядом со мной очень сильные мои коллеги. Как вы сказали, команда у нас хорошая. И Азамат ага очень всегда подсказывает, всегда говорит, как лучше. Это вот как мой старший брат, который говорит, Салтанат, так лучше, так вот так правильнее. Вообще удивительно. Я вообще очень рада, что все именно так свершилось, что именно эти люди рядом со мной. Так должно было быть. Это прям... Я этому очень благодарна. Динара, секунду. Я хочу вам сказать спасибо, потому что я еще почему я сюда пришел. Очень круто, что что это ваша программа. Я не знаю, я ее не посмотрел, простите. Я уверен, Вы меня что знаете хотя бы? Как меня зовут? Динара Саджан. Да. Вас зовут. Вот, и поэтому я в этом плане чуть-чуть асоциальный, правда, но я просто хочу сказать о том, что говорите больше про театры. Конечно. Потому что театр... Но я это не могу что-то- сама собой говорить про театр, поэтому вам как бы тоже, знаете, надо ходить. Я Да. же не могу сама себе говорить, друзья мои, театр. То есть это как бы ваша работа в том числе. Да, приходите в театр, ходите в театр во все времена. Во все времена В любые театр театры. это что-то важное. Не могу я объяснить, что это. Да, вот. Но вы знаете, вы заметили, Алибек, что Астана стала еще и театральной столицей. Становится, потому что Да. я заметила уже вот несколько раз. Я вот бывает, что в пятницу вот хочется пойти в театр. Я открываю Тикетон, смотрю, и в один день, представляете, 8 премьер было. Ну, я считаю и оперу, и балет, и Кыргызский театр приехал со своей постановкой. Честно говоря, даже растерялась, куда идти. Да, и мындай нәрсе айтқым келіп тұр да, анандай біздің величайший человек Жумат Шанин декадада барған кезде біздің мемлекет құрылу үшін Қыз жібек спектаклін алып барған ғой. Спектакль просто почему? Не үшін деп айтып тұрмын. Сол спектакль Қыз жібек арқылы ол бара жатқан кезде өз баласы қайтыс болады, кішкентай баласы. Умирает по дороге, но все равно он говорит, нельзя об этом говорить, он скрывает об этом и все-таки едет в Москву, показывает спектакль «Қыз жібек». И после этой декады у нас появляется КЗССР. То есть надо понимать о том, что то, что мы стали независимой страной, то, что один из больших камней, скажем так, не в целом все, да, а фундаментом, которое было вложено для нашего государства, являлся театр. Вот это надо понимать. Азамат, сенен басқалары бәрі қазір кино түсіріп жатыр, миллиардтарын жинап жатыр. Ал сен, Салтанат, Әлібек саған аға деп жатыр. Мен Азаматты 25 жыл білем. Ол уже елуде, білесіз, иә? Я сама не заметила. Да, я сама не заметила, как Азем превратился в Азамат. Ага. Скоро өстіп ата боламыз. Я уже скоро Азамат ата. Сен өгіз әже боласың. Ну, нет, мен қалып қоям. Мен қалып қоям. Да. Азем, бәрі кино түсіріп жатыр. Ал сен ше? Ну, Динар, кез келген нәрсеге дайындық керек қой. Мен енді шыны керек, мен спектакльді де, киноны де осыдан бір 10 жыл бұрын түсіріп тастағам. Мен ең алғашқы частный театрларды ашқандардың қатарындамын мен. Мен 28 деген театр ашып, Войцек деген спектакль қойып, Күйеуіңіз сатыңызшы, Войцек деген спектакль бір жылда международный 7 премия алған, Москвада гран-при алғанбыз біз.
мен ең алғашқы ледокол жасап «Бір сен үшін» деген фильм түсіргем. Ол кезде кино енден дамып жатқан кезде. Одан кейін шыны керек мен жүрегім айнып қалды. Мен ол кезде енді қатты бұл дамымай жатқан кез өте қиын екен. Саласың, ештеңе қайтпайды, ешкім түсінбейді сені. Одан кейін қойдым, айттым, кішкене демалайыншы мен деп. 6 жыл басшылықта жүріп, біраз менеджерлік жұмыспен айналысып, көп нәрсе үйрендім. Көп нәрсе көзім ашылды. Ұзақ дайындалдым. Қазір енді Аллах нәсіп ететін болса, осы тамыз айымен қыркүйек айында мен «Мама» деген кино түсіреміз. «Мама» анасы бар адам. Бүкіл аналарға арналатын фильм. Өйткені біз қалай айтсақ болады, жалпы жер әлемнің иесі ана сияқты болады. Біз сол анадан жаратылғанбыз. Біз сол анаға тағзым ретінде рахмет айтуымыз керек. Әркімнің анасы бар. Әркімнің анасы әртүрлі. Сол ана туралы, ананың тағдыры туралы, ананың қиындығы туралы, жалпы ананың махаббаты туралы. Әрбір ана әртүрлі ұрсады баласына. Мен өзім анам дүниеден өткеннен кейін мен сол махаббатты үзіліп қалды да, мен әлі күнге дейін үйге кірген кезде Маманы іздейсің. мен мамам отырған диванға қараймын. И ойлаймын мен, а вдруг отырады мамам деп. Асконды бүйтіп қарайды деп ойлаймын да. И мен всегда қараймын сол жерге. И өткенде мен жүрегім ауырып бір жерде жылап қалдым. Назгүл, мына мебельді ауыстырайық дейді да. Мен айттым, сен лучше мен ауыстыр дедім. Мен ауыстырып таста, ол мебельді ауыстырғанша. Потому что ол мебельде менің әкем отырды, менің анам отырды. Ол мебель еш уақытта ауыспайды. Бізде бір видео бар, көрейікші. Она не деньги. Как дела? Хорошо. Что делаете? Сижу. Это что за идеальные отношения Енешки и Келинки? Қазір с ней все это. Акина кино. Шашлык па? Иә. Ура! Шашлык жейміз ба? Мен өзі жылауықпын негізі. Мен де. Жылап қаламын. И Салта, по-моему, только Алибек, по-моему, жыламайды. Алибек только может доводить до слез. Мен үшін әке, ана, білмеймін. Мен мысалы, Динара, әкем өмірден өткен кезде өлімнің бар екенін түсіндім. Мен олға дейін әрине, бұл формалды түрде өлімнің бар екенін білесің. Бірақ менің әкем мен үшін өлмейтін адам сияқты көрінетін. Мен әкем менің қолымды өмірден өтті, мен сол кезде бірінші рет өлім бар екен дедім. Өлімге сендім. Ал анам кеткеннен кейін мен мүлде, қалай айтсам болады, ойладым, мен үшін ешкім Алладан мен үшін тілек тілемейді. Ешкім сен үшін көзінен жас шығып, жүрегі жарылып тілек тілемейді ана сияқты. Әйелің де тілемейді, бауырың да тілемейді, ана ғана тілейді. Ал Алла тағала шынайы тілекті қабыл етеді. Біздің өмірде жолымыздың болып, жадырап жүргеніміздің барлығы анамыздың тілегінің арқасында есік ашылады. Ал анаң өмірден өткен кезде біраз есіктер жабылып қалады. И сен кішкене сол есікті қиындықпен ашасың. Сол кезде түсінесің, оказывается, кезінде мен анамның тілегі екен ғой, есікті еркін ашып жүргенім деп. Жалпы бүкіл анаға арналады. И бұл тек қана кино емес, и бұл ар жақта спектакль болады. Артынан күзде спектакль қойылады. Но не все знают, что Азамат Сатыбалды из многодетной семьи, 9 детей. Да. Мен үйдің 9-шы баласымын. Мен бұлай еркелеп өскен адаммын. Әкем өмір бақи еркелетті мені, анам да еркелетті. Мен кішкентай күнімде тамақ ішкен кезде бір ағам шайымды суытып отыратын, екінші ағам тамағымды суытып отыратын, төртінші ағам нанға май жағатын. Ең бастысы еще менің бір ағам бар. Ол мені ұнатпайтын шығар деп ойлаймын. Ауылда тұрамыз ғой, үй салқын. И көрпе салқын болады, таудың етегі ғой. Барып жатқан кезде жаурайсың. Сол кезде Жанат деген ағам мен төсегіме жатады барып. Мен же тамақтың бәрін жеп болғаннан кейін, тамақтың бәрін жеп болғаннан кейін папам айтады, Жанат, Аскон кетті дейді. Протокол бойынша мен барам, Жанат же орнынан тұрады, жылы төсекті маған береді. И мен де жылы төсекке жатамын былай.
Мне, знаете, сейчас стало жалко Алибека. Что там за райдер такой? Где? Сложно, наверное, работать с Азаматом Сатыбалды? Да, что Не значит сложно? Что У значит него, сложно? смотрите, там все братья, все сестры там ему кровать грели. Да слушайте, это я сегодня, как сказать... Капризный. Нет, надел светлый пиджак и выгляжу, может быть... Позитивно. Да. Да. А так Мы все поняли никогда про не вас. никогда не стоял вопрос о том, наверное, и у них надо спросить, сложно ли со мной. Вот так. Ну, это в силу профессии. Ну, помните это, не потому что так я специально, а это в силу профессии. То есть режиссер должен быть таким. Вредным, капризным. жоқ ол Нет. ондай емес жалпы режиссердің міндеті ол актерден талап ету ал актердің басты міндеті режиссердің алдында былай айтқанда жанын жалаңаштау керек қой былай орысша айтсақ он должен отдаваться егер актер ашылмаса режиссер қалай табады оны қалай ашады оны У меня нет времени на сопли артистов, вот так. У меня нет времени на то, покушали ли они или не знаю. У меня То есть вас не волнуют силы. их бытовые проблемы. Поэтому Салтанат говорит о том, что у меня там дети болеют, муж ждет, а я тут сижу. Почему-то наши казахстанские артисты, вообще в целом многие артисты считают, что наша профессия, она такая. Можно так, можно сяк. Чем она отличается от, например, человека, который делает нам сантехнику? Да, если будет плохая сантехника, у тебя дом поплывет. Правда ведь? Да. Он должен делать... Ну, он же не говорит о том, что у меня дочь заболела, и поэтому у тебя труба в дырке. Так не говорят. И если бы, мне кажется, не только в нашей профессии, а в Казахстане все, в принципе, свои профессии будут делать То, что они должны делать. то, что они должны делать, на 100%, тогда не работай эту работу. Но я еще недавно была в Испании, и там вообще они говорят маньяна. Мы, казахи, по сравнению с испанцами, еще вовремя все делаем. Это я знаю точно, они еще медленные, испанцы. Да. ведь. Да, они очень медленные. Да, поэтому здесь вопрос стоит такой, что у меня нету на это времени. И... То есть, и когда Салтанат вам говорила, слушай, у меня там ребенок заболел, вы говорили, ну ничего страшного. Нет, кстати, по поводу Они детей... не говорят обычно? Нет, когда Ну, в детей смысле- касается, он всегда отпускает. Это вот Ну только ты зачем дети. вас секреты раскрываешь? А, но ең бастысы Алибек кешкен ұнатпайды кешкен ұнатпайды телефон. ұнатпайды біз енді шыны керек ол профессионализм деп ойлаймын актерлар Сендер ондайға үйренбегенсіздер ғой. бізде Әуезов театрында өзіміздің мектеп бар мен басқа театрлар үшін жауап бермеймін біздің Әуезов театрында өзінше мектеп бар баяғыдан қалыптасқан біз театрға келгенде киіміңді ауыстырып телефоныңды тастап сахнаға шығасың және де режиссерден ерте көруге тырысасың енді Әлібек дәл соны талап етті бізден сондықтан да біз ерте келіп өзіміз дайындалып жұмыс істеп Әлібек берген тапсырмалармен жұмыс істедік бұл өзімізге керек Динара қалай айтсам болады актерға керек мен Әлібекпен жұмыс істегім келеді мен сол үшін ерте келіп өзім дайындалуым керек мен барынша көбірек жұмыс істеуім керек сонда ғана мен ашылам актер ретінде ал егер келіп алып мен робот ретінде ал енді мен аш деп отырсаң ол енді режиссердің қолынан келмейді ол сен өзің ынтаң болмаса қалай Я их не подговаривал, не знаю, почему они только столько хорошего говорят. Я их не подговаривал, ну как-то так. Сабира Майханова деген ол актриса болған ғой бізде. Ол кісі енді біздің театрдың анасы ғой енді. Ол кісі енді Әзербайжан Мәмбетовпен жұмыс істеген. И содан сұраған ғой енді актриса ретінде Мәмбетов сізді қалай ашты деп жаңа орысша сұрақ қойған. Ол кісі енді Қызылорданың кісісі. Ол кісі айтқан ғой прям сахнада, мне кажется, ютубта бар оның айтқан сөзі. У каждой актрисы есть своя дырка деген ғой. И режиссер должен находить эту дырку. И Мәмбетов нашел мою дырку деген ғой. Енді былай айтқанда қазақша әрбір актрисаның актердің өзінің кетігі болады. Режиссер соны тауып басу керек. Сол кезде актер ашылады деген сөзі ғой. Иә. Соны ол кісі орысша осылай жеткізіп тұр енді. Ну, главный смысл. Да. Вы тоже находите, да, на что нажать? Ну, то, что нажать, нахожу, да, наверное. Слушайте. Но честно, я вот на вас смотрю, Алибек, и мне сложно представить, чтобы вы прям кричали. Или... А с чего вы взяли, что я кричу?
Ну, просто я увидела, как Салта Но плачет. я думаю о том, что сила... Я не верю, что Вот именно, что сила он в не крике. кричит. Я вообще не верю в это. Я вообще против ругаться. Я вообще не люблю гавканье. Не помню, чтоб я повышал голос. А как вы доводите их? Ну, айтады қатты. Жер жебіріңе жеткізіп, Сөзбен. жет атаңды қоздырып. Солай айтады, сен түсінесің бірден. Вот, Жылайтын кезде жылайсың. да, одна актриса, я помню, не помню где это наверное, было в Татарстане, или не помню где, актриса одна говорит: Алибек, а как вы умудряетесь очень тихо, но так громко делать, что нам плохо? Не знаю я. Слушайте, каких-то хороших слов много сказано. Просто здесь вопрос в том, что біз қазақ негізі тектілікке ұмтыламыз ғой. Бізге қазаққа текті болу, қазаққа біздің интеллигенция бізде деген мықты адамдар болған. Бізде қазіргі современный қазақтар почему-то считают, что вот это... Я не верю в это. И то, что говорят менталитет казахский сейчас, я тоже в это не верю. Это не менталитет казахский, это просто современное время, давайте, Якша. И поэтому я не верю в крики, я верю в что-то честное. Если, когда камеры отключатся или еще что-нибудь, если мы потом можем поговорить где-нибудь, просто вот тогда, наверное, вы узнаете, другого ответа у меня нету. Браво. Ал енді шайшик. Қазіргі уақытта Макси шай ішу ол тренд. Макси чайды с Макси шайды удовольствием қазір ішеміз. бәрі ішеді. Сіз ішесіз ба, Альбек? Да, давайте щик. Давайте щик. Жүз пәтер, надо отрабатывать. Макси шай, я. Ал біз... Жүз пәтер уже беріп қойды. Мы прервемся на небольшую рекламную паузу. Я же просила еще вчера об этом. Ну, неужели это так сложно? Ну, я не вижу в этом никакой проблемы. Ну, неужели это так сложно? Я устала. Макси чай. Единственное, что может поднять настроение, это Макси чай. Теперь можно и поработать. Алибек, Да. бізде менің шоуымда әртүрлі конкурстар бар. Соның бірі киноконкурс. Опа. Да. Вы будете членом жюри, поэтому расслабьтесь. Хорошо. В киноконкурсе участвуют только Салтанат и Азамат. Бірінші образ Азамат сенікі болады. Қайрат Нұртас. Опа. Cewek itu kasih osabon. Fatatita, 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 fatata. Gitu. Fatatita, 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 fatata. Haydi bore. Fatatita, 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 fatata. Во, да. Вы оценили? Да, очень Да. хорошо. Я специально показываю вам разные образы Ага, ну, для чтоб прикинуть. будущих постановок. Еще одна постановка для Азамата. Давайте покажем ее. Это Саша Белый. Знаешь такого? Ну, молодец. Фамилия твоя? Я сказал, фамилия твоя. Егоров, слушай, Егоров, там в машине хирург, который едет оперировать моего товарища. Не задерживай, ладно? А то сопроводи с мигалкой, а? По рации передашь. Ну, молодец, не забуду. Слушай, это Саша Белый. Знаешь? Знаешь? Ну, молодец тогда. Ты знаешь, там в машине моя семья. Сопроводи, хорошо? А то с мигалкой. Молодец. Хорошо. Давай. Я потом отблагодарю.
Давай. Слушайте, как хорошо быть актером, да? Как хорошо быть актером. Ты можешь роли менять в день там 20 раз. Да, было бы так Главное легко. себя не потерять. Салта, ты приходишь домой, ты такая думаешь, так, сегодня я Джульетта. Не так. Ну, то есть дома я мама, дома я стараюсь быть. Конечно, в какой-то период, ну, особенно вот когда у нас были интенсивные репетиции, меня вообще дома потеряли. И после таких длительных репетиций я немножечко перестраивалась, так скажем. Вот. Я замечала в себе, что я немножечко как-то, ну, ощущала этот переход, прям ощущала его. Становилась мамой, так скажем. Вот. Но в целом, ну, да, но это не быстро происходит, кстати. Вот. Вообще актер должен быстро переключаться, да? Ну, вообще, как бы, да. То есть вот выходить из роли. Нет, ну, сказать, что там вошла в роль, вышла, такого нет. То есть жизнь, жизнью, роль, это, ну, то есть это работа, то есть у меня такое отношение к этому. Я не так, чтобы там, о боже, я Джульетта, мне на 3 дня, чтобы я вышла с этого образа. Ну, то есть это не так. Ну, это бред, конечно. Да. Типа не выходить из роли там, целый день. Это бред. Поверьте, просто помните, что это бред. Потому что если такое происходит, значит что-то... Возможно, это возможно. Извините за тавтологию, но сам факт того, что такое происходит, значит, что-то они неправильно делают. Да, Но или сразу человек выйти, немножечко, может быть, болеет. например, сразу выйти с роли, то есть вот так это не происходит. Там, например, вот Азамат Ага там роль, да, или у нее, я не могу после какой-то сцены сказать, все, отключайся теперь. Это происходит, потому что все равно, чтобы сейчас, если разобьется этот стол, мы все сделаем ах. И не сразу же мы как бы, да, сделаем вид, как будто ничего не было. То же самое, оно имеет такой причинно-следственной связи, оно имеет чуть-чуть такой переходящий момент, но в целом это должно происходить Ну вот буквально вы сразу. сколько Зулейху готовили? 3 3 месяца. месяца. Ну вот 3 месяца Салта приходит домой, она же все равно не может из головы выкинуть Зулейху. То есть ты моешь посуду, ты укладываешь ребенка, ты все равно, наверное, думаешь, а как бы она Ну, поступила, конечно. Да. или Да. как бы она Но это же не сделала. говорит да? о Это том, да. что... Нет, это же не говорит о том, что я хожу такая, Зулейха, все. То есть это в мое... у меня в мозге, да, так скажу. Это музыка. То есть она всегда фоновая такая, знаете, всегда со мной. Потому что я думаю об этом, я не могу... Почему я и сказала, что вот после этих 3-месячных репетиций я как бы немножечко перестраивалась, потому что я заново училась думать, ну, то есть я заново училась жить бытовой жизнью, так скажем. Но это не говорит о том, что я вот там ходила, там что-то, ну, в смысле, вот я ж Зулейха, здесь я мама. Это другое, я имею в виду о другом. То есть, а так, чтобы вот после спектакля, в период, пока ты переодеваешься, снимаешь грим, ты уже в порядке, ты уже домой заходишь мамой. Но ты думаешь о Зулейхе? Ты продолжаешь думать? В процессе. Нет, в процессе репетиции. Не, ну дома неужели вы не думаете? Нет, смотрите, я еще раз объясняю. В процессе репетиции, когда мы 3 месяца репетировали, режиссер давал нам какие-то задачи, какие-то, да, вопросы, над которыми мы должны были думать. И, конечно же, ты идешь домой, то есть ты об этом думаешь, но это не мешает тебе делать домашние дела. То есть заниматься ребенком, еще что-то. Насколько актер должен погружаться в роль? Это всегда зависит от профессионализма артиста и от его природных данных. Я не люблю говорить такое слово, но я сейчас вынужден это сказать. Талант называется он. Это зависит от этого. Но мы всегда говорим о том, что артист должен быть всегда над своим персонажем. Он все равно должен... Это, если Азамат Ага, например, играет Гамлета, это все равно будет Азамат, который играет Гамлета. Да. Потому что ты не можешь сделать так, ты же не можешь всю его судьбу с головы убрать. И даже если ты, например, тратишь 3 года репетиции на спектакль, ты не сможешь его мозги поменять. Но на сцене Азамат должен забыть, что он Азамат? Если он не забыл, значит он плохой актер. Да. Должен забыть. Обязан. Должен забыть, и он должен реально поверить, что он Гамлет. Обязан, да. Ну, такая профессия.
егер сен өзің сенбесең, Динара, сахнада болып жатқан оқиғаға, сен өзіңнің персонажыңа, оның тағдырына, сен өзің сенбесең, көрермен де сенбейді. Ол көрерменді алдауға болмайды. Сол үшін процесс бізде театрда процесс өте ұзақ. Каждый сөзді, каждый сахнаны зерттейсің, соның барлығын режиссер тапсырма береді, соның барлығын орындайсың, сол арқылы сен бір деңгейге жетесің. Содан кейін оның бары қалыптасқаннан кейін, уже премьера болғаннан кейін, сен оның барлығын өзің бойыңда қалай айтады, реттейсің. Да. Ары қарай уже спектакль жүре береді. Ал ол премьераға дейін өте қиын. И поэтому я говорю, что фоново в любом случае она где-то у тебя, то есть даже если ты с чем-то занят домашними делами, в любом случае вот как бы она всегда, ты всегда думаешь об этом. Но это не так, чтобы ты... Мен салтанатты түсіндім. Салтанаттың енді ана болғаннан кейін, балалар болғаннан кейін өте қиын болды салтанатқа. Бірақ мен көз алдымда салтанат үлкен апгрейд жасады. Мен салтанаттың бұрынғы рөлдерін білем. Қазір мына Зулихада мүлде басқаша подход болды, жұмыс істеді мысалы. И ол бәрімізге кәдімгі мотивация берді жұмыс істегенге. И одан кейін біздің отбасымыз, біз ер адамдарға түсінікті. Мен мысалы Әлибекке кеткен кезде репетицияға уже Назгүлге айтты, Назгүл, 3 ай мен жоқпын болды. И бітті. Мысалы біз ер адамдарға жеңілдеу кішкене. Ер адамдарға жеңілдеу, жұмыс істеу. Сен үйге келмейсің, қонбайсың. Жоқ, үйге қонбайсың деген нәрсе болмайды, қонасың ғой үйге. Өйткені қонбағанда болмайды, өйткені сен процесте жұмыс істеп жүрсің мысалы. Сен қонасың, бірақ ешқандай үйдің жұмысына... Бұлт қараласпайсың. Все, 3 месяца тебя Назгуль не трогала. Слушайте, какая хорошая работа, да? Такой, я пришел... Хорошая жена. Жена у тебя замечательная. Жена у Азамата замечательная, я ее лично знаю, она красотка. А вы приходите на репетиции? На репетицию? Да, конечно. А потом как я буду спектакль смотреть? Очень. Ну, за Люхой уже не получится, но на другие. Обязательно. Обязательно. Создается. Это интересно, это безумно интересно, потому что когда человек становится мастером, да, когда он 10 тысяч раз сделал одно и то же, можно сказать, что там через 2 года Зулиха Салтанат будет еще лучше. Да. Конечно. Я на это надеюсь, по крайней мере. С каждым разом. Әлибек еще мынандай режиссер бір қойған нәрсесін жаңарта береді. Мысалы біз бірінші премьера өткенде адамдар келді, бірінші премьераға, екінші премьераға да келіпті адамдар. И бәрі жазып жатыр да. Мысалы бірінші премьерада болмаған көп нәрсе екінші премьерада болды, например. То есть вы все время в новшество, да, вносите? Жаңарта береді. Спектакль, мы стараемся, извините, что я буду говорить такие умные слова, но спектакль это живой организм, который... Можно изменять. Не то чтобы изменять, его надо... Это вот как, знаете, вот когда ты женишься, живешь какую-то жизнь, через время нужно любовь найти где-нибудь. То есть она не возникает, как в первой встрече, из ниоткуда. Ты все равно ее должен найти. Ну, желательно дома. Да, я имею в виду дома. Да. Ты его находишь, и ты инвестируешь эту любовь в своего партнера. То же самое и спектакль. Оно имеет свойство, если ты его не любишь, если ты его не продолжаешь детализировать, то он умрет через время. А Зулейхе сколько лет? Когда она выходит замуж, 15. История 31-де. История потом разворачивается в 31, да. 30 лет. Ну, условно, вот сейчас Салтанат 37. Ну, условно, через еще 10 лет она может продолжать играть Зулейху? Если спектакль Зулейха 10 лет проживет, и оно будет иметь успех, я об этом подумаю. То есть вы посмотрите, как будет выглядеть Салтанат. Если она не подходит, вы скажете: Салта, извини, но как бы возраст уже... К сожалению, даже не в Салтанат дело в самом спектакле, потому что нельзя все время есть вкусный торт. Ну, простите, невозможно его есть. Казахи единственное, что все время на завтрак, обед, ужин может есть ет. Біз ет тағана жей все время, да? И это потому что как осталось. Но даже если это вкусный торт, все время его есть невозможно, оно имеет срок годности. Все имеет срок годности. Нет, я имею в виду, у меня вопрос касательно возраста. Но если я увижу, что Салтанат не ухаживает за собой и все-таки забросила этот процесс, тогда, конечно.
И ничего, что она вообще придумала идею, постановку. Вы скажете: Салтанат, извини, но ты как бы уже... Если Салтанат опоздает на репетицию, которая будет спектакль 6-го, я могу ее убрать? И сейчас. Да, Даже учитывая, что она продюсер. да. А что такого? Зная это, я никогда не опаздываю. Такая. А почему? Почему люди не должны думать о том, что если они продюсеры, если они надели красивый костюмчик, что они имеют право безалаберно, по-хамски относиться к профессии? Вы очень требовательный человек. Дело не в требовательности. То, что я говорю, кажется требовательным. На самом деле это все нормальные вещи. Это нормальные вещи. Надеюсь, я хочу остаться человеком, которого пока еще невозможно купить за деньги. Ну, Оставайтесь хочется. таким, пожалуйста. Нет, Олег. я не знаю, насколько это... Мне прям нравится, Алибек. Да? Вот прям оставайтесь таким. У нас нет таких людей практически. Ну, Все по-казахски живут. Пришли день в день. мы стараемся, по крайней мере. Посмотрим, что из этого получится. Салтанат. Киноконкурс еще не закончился. О, боже, если честно, я Давайте принесем реквизиты для Салтанат. так- Я в этом... Салтан, ну Вау. ты знаешь, Что? кого ты будешь сейчас играть. Я знаю. Почему Нюша? Салтан, можешь выбрать очки. Тоже Хайрат Нуртас? Нет, ну почему? Нужно сесть или Почему? стоять? Как? Ты сыграешь сейчас Баян Махсат. О! Хорошо, я тогда зайду. Давай. Ой, Аземка, привет, дорогой, как ты? Диконь, привет, солнышко, как твои Привет, дела? привет, привет. Ой, Ой. Банечка, как дела? Макси, чай Позна- есть? Ты же познакомься. слышала, да, что Турсен 100 Да, квартир конечно, подарил? познакомься, Вот. Алибек. И, Алибек. кстати, еще хотела сказать о том, что на улице Жубанова снова асфальт не починили. Ну почему? Сколько можно об этом говорить? Я не знаю. Слушай, Диконь, Банечка, ты- познакомься, Да. Алибек, Здравствуйте. театральный режиссер. Здравствуйте, меня зовут Баян. Здрасте. Он Здравствуйте. поставил новый спектакль «Зулейха». Так, это очень интересно. Да. Так, может быть, мы с вами поработаем. Я, кстати, поставила тоже спектакль «Queen» называется. Вы случайно... Нет? А вы только сами с собой разговариваете? Нет, нет. Как Я классно. просто очень сильно люблю Баян, и вас тоже, Динар. Спасибо, Я слежу Жан. за- Мы тебя вот тоже в любим, но я Инстаграме. хочу сказать, как важно все-таки иметь какие-то свои фишки, чтобы вот так потом тебя пародировали. Наверное. Да, Да? Мне так нравится, что мы вообще сегодня говорим о том, что каждый человек должен быть фанатом вообще своего дела. Да, вы правы. Ну, Вот вы подняли эту тему, это очень важно. ну, странно было бы, да, если бы вы работали меньше, чем я, например, в вашей профессии, да? Вы разве мало работаете? Если бы вы мало работали бы, мы бы здесь не сидели, наверное. Да, и, наверное, вы же говорите, вы меня не знаете, там, я там Динара Ну, Сатина. что-то вы меня не Да, знаете только почему-то. только благодаря тому, что вы очень много работаете и вы трудолюбивы. Опять же, вопрос, мне вообще плевать, извините, наверное, можно такое говорить, мне плевать, какой по характеру артист или человек. Почему мы все время должны их судить по характерам, нравится он тебе или не нравится? Вопрос, что ты умеешь. Если ты свое дело делаешь прекрасно, я делаю свое дело прекрасно, мы будем друг друга любить. Вот и все. Салтанат, сен азық-түлікті қайдан аласың? Көк базарға барасың ба? Алматыда? Жоқ. Қайдан аласың? Әдетте біздің отбасымызда азық-түлікке ата-енем барады. Кейде мен үйдің қасындағы дүкеннен аламын. Менде саған күшті шешім бар. ТИС арқылы онлайн тапсырыс бер. Все, я на грани. Еще один дедлайн, и я беру билет на Тибет. Спасательная доставка. Кто тут страдает от офисной жизни? Ну, допустим, я. А что? Для вас набор «Офисное выживание от ТИС» здесь. Подушка для обеденного сна в офисе. Массажер для расслабления шеи. Кружка с логотипом Late Night Show. Макси чай, он всегда поднимает настроение. И барабанная дробь
Мармеладки с конфетками. Я же все это вроде бы не заказывала. Вас услышала Вселенная. Ну, в принципе, неплохо. Если вдруг тебе это меняется, то можно заказать еще аромасвечи и гирлянды. Завтра доставлю. Я подумаю. Спасибо. Алибек, Да. Салтанат, Азамат, сіздерге үлкен рахмет. Спасибо, что прилетели. И скажу вам честно, я еще не приглашала сюда с премьерой актеров театра. Хорошо. Мне нравится этот новый тренд, который вы сейчас задаете. Спасибо. Режиссеры тоже не стремятся к популярности, вот с чем я и работала, так скажем, да, потому что они вот как бы им нравится вот в своем как-то. И, конечно же, не все журналисты стремятся. К сожалению, до сих пор есть люди, которые думают, что театр не так привлекателен, как кино, например, особенно сейчас. У нас в Казахстане все поддерживают кино, коммерческое кино. Я не говорю, что это плохо, это хорошо, классно, но я хочу сказать о том, что помимо кино есть театр, и он многогранный. Но вы чувствуете поддержку? Чувствуем, Ну, конечно, да. конечно. Судя по тому, какие у нас аншлаги, мы чувствуем эту поддержку. Самое главное, ең бастысы сол театрға келіп жатқан көрерменді біз енді үркітіп алмауымыз керек. Да. Сол үшін біз сапалы дүние қоюымыз керек сахнада, шынайы ойнауымыз керек. Мы не имеем права на ошибку. А вот, Алибек, как вы считаете, должно быть больше классических постановок, да, Абай, или же вот какие-то должны быть современные, новые? Должно быть все. Его должно быть много, театр должно быть много, он должен быть абсолютно быть разным. И даже Абая можно ставить в сотни вариациях. И нужно его ставить в сотни вариациях. Понимаете, пока, знаете как, пока Мона Лизу не похитили, она не стала популярной. Это то же самое. Когда мы поймем о том, что мы должны... Странно все время всем рекламировать одну кружку. Ну все, нужно придумать другую вариацию этой кружки. Или Без смотреть этого... с другой стороны, да? Да, конечно. Без этого, наверное, это невозможно. Я сейчас говорю прописанные истины, но искусство должно быть абсолютно разным. Но самое главное, это уже лично от меня. Оно не должно быть хамским. Оно не должно обижать людей. То есть хочется, что... Я всегда говорю, приятно же, когда ты кому-то помог. Кто-то тебе сказал спасибо, слушай, ты выручил. Да, и когда ты делаешь доброе дело, это всегда приятно. И поэтому я думаю, что мы все так созданы, да, независимо от жизненных ситуаций. И поэтому я просто хочу, чтобы театр был абсолютно разный, таким, чтобы он меня удивлял настолько сильно. Но давайте не идти к хамству, давайте не идти к невежеству. Вот это невежество и хамство, это чисто мое личное. Нельзя провоцировать людей просто потому, что их нужно провоцировать. И нельзя считать, что зритель глупее вас, потому что он все время на работе. На самом деле зритель настолько честный, потому что он руководствуется только своим талантом, то есть чувством своим, да, пока мы перебираем миллион книжек. Вот, поэтому пусть будет театр разный, пусть в Казахстане будет театр миллиард вариаций. Но единственное, что хочется, последнее, простите, что национальные театры должны давать самый высокий уровень искусства, который намного сильнее, чем мировые театры. Он должен показывать. Многим казахам это может не понравиться, многим казахи не поймут, может быть, но нужно его давать обязательно.